Созданный 5 лет назад научно-образовательный центр Республики Башкортостан готовится отметить свой первый юбилей. Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Наталья Латыпова, директор управляющей компании НОЦ Республики Башкортостан. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, 5 лет назад создавался научно-образовательный центр Республики Башкортостан. Какие есть достижения к этому времени? Что сделано за эти 5 лет? Действительно, Евразийский НОЦ он был создан 5 лет назад в рамках федерального проекта «Наука университета», и за эти годы стал таким уникальным образованием, консорциумом, который объединяет наши университеты, научные организации и 29 предприятий реального сектора экономики. Наш НОЦ один из 15, но один из лучших в России. И лучше он потому, что нам удалось интегрировать достижения наших ученых в реальный сектор экономики. То есть НОЦ стал такой точкой входа для предприятий, которые могут обратиться за разработками и через НОЦ получить как возможности софинансирования, так и получить доступ ко всем нашим университетам. Ну и также наоборот, наши университеты через НОЦ получают возможность доступа к потребностям предприятий, к производству, и таким образом обеспечивают такую синергию, плавное перетекание разработок ученых в производство и удовлетворение запросов индустрии в вузы. Мы обеспечили внедрение очень большого количества технологий, которые сейчас уже меняют производство, меняют нашу жизнь. Это и медицина, и генетика, это и машиностроение, химия, буквально во всех сферах основных экономической жизни нашей и России, и Республики Башкортостан. Вот, может быть, приведете какие-то конкретные примеры, потому что иногда на примерах понимается лучше, может быть, конкретный пример именно внедрения технологий предприятиями. Но если говорить о разработке действительно мирового уровня, то, например, можно привести разработку наших ученых из ИПСМ-РАМ, Института проблем пластичности металлов, Российской академии наук. Это разработка технологии изготовления полой лопатки для авиадвигателей. Она позволила нам войти в 4 стран мира, которые обладают этой технологией, зарубежных стран, сейчас уже недружественных. И таким образом получила наша авиационная промышленность возможность изготавливать легкие лопатки для авиадвигателей, а для авиации небольшой вес – это большое дело, за ним тянутся все другие характеристики авиадвигателя. Поэтому, например, одна из этих разработок. Также наши генетики разработали панели, позволяющие, тест-системы, позволяющие определить онкомаркеры. Причем не просто определить, а определить с учетом наших национальных особенностей территории республики. Импланты, которые можно тоже назвать в сфере медицины, которые замещают костную ткань. Совместно со Сколтехом разработаны уникальные импланты, напечатаны на 3D-принтере из керамики, уникальные в мире. И также у нас много разработок в сфере нефтехимии, нефтедобывающей промышленности, которые можно перечислять на самом деле бесконечно. Только за этот год получено университетами и научными организациями Евразийского НОЦ более 2000 патентов. Это показатель. Действительно, очень серьезный показатель. Эта цифра впечатляет. Наталья Сергеевна, расскажите, именно кто состоит, кто работает в научно-образовательном центре? Это наши ученые или это, может быть, местные, да? Может быть, это приглашенные работники? Как выстроен процесс сейчас? Вообще НОЦ, он объединяет наши университеты. Это медицинский университет, нефтяной университет, педагогический, аграрный, наш Большой Уфимский университет науки и технологий. И наши основные научные организации – это Уфимский исследовательский центр Российской академии наук, ИПСМ-РАМ, уже названная Академия наук. То есть ученые, которые работают в Евразийском НОЦ, это фактически ученые наших вузов, это ученые наших научных организаций. И, соответственно, они же и выполняют эти разработки. НОЦ здесь выступает в качестве такого интегратора, менеджера, управленца в сфере науки. И таким ключиком к замочку, если предприятие – это замочек, НОЦ – это ключик. И наоборот. Наталья Сергеевна, НОЦ и межвузовский кампус очень часто как-то ассоциируют друг с другом, ставят либо знак равно, либо вообще синонимами, да, их называют. Но давайте все-таки проясним ситуацию. Действительно, да, когда говорят, мы едем в НОЦ, подразумевают межвузовский кампус, но на самом деле НОЦ – это консорциум объединения. Управляющая компания наша создана для того, чтобы объединение это жило, работало эффективно. И у нас есть несколько инфраструктурных объектов на территории Уфы. Например, это дом Евразийского НОЦ на Кирова, 15, первый этаж Академии наук, современное пространство деловое, есть и лекционные залы,
пространство для обучения, и даже киберспортивный клуб. Также одним из флагманских проектов республики, и в том числе для НОЦ он стал флагманским, это строительство межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Но фактически построено сейчас в первую очередь, это IQ-парк, это тоже один из элементов инфраструктуры вот этого большого консорциума Евразийского НОЦ. То есть НОЦ — это объединение, у которого, да, есть инфраструктурные объекты, такие как Дом НОЦ, такие как кампус, и, собственно, все эти объекты, они призваны для той же цели, для того, чтобы на одной площадке объединить науку и индустрию. То есть в нашем кампусе находится не только университет, находятся и технологические компании, входящие тоже в Евразийский НОЦ. Ну, например, Олексема — это разработчик программного обеспечения и разработок в сфере искусственного интеллекта. Они находятся у нас в башне, так называемой, да, кампуса, но они работают с нефтяным техническим университетом, который находится буквально там за дверью в соседней части этого же здания. Да, и вот таким образом обеспечивается синергия науки и реального сектора экономики. То есть кампус, он выполняет те же самые цели, что и само объединение Евразийский НОЦ. Наталья Сергеевна, вот если говорить о научно-образовательном центре, который является, если я правильно поняла, посредником между наукой и предприятиями. И всегда вот между и наукой и предприятиями была яма, которую сейчас заполняет НОЦ. Но и дело в том, что очень часто студенты, молодые, перспективные люди как-то после завершения своего образования, после получения образования не знали, куда дальше идти. И то есть именно как-то не было именно научной мысли развития. Сейчас она есть. Если я хочу сказать, что НОЦ помогает развитию молодых людей именно в научном плане. Ну, действительно так. Мы пробовали опрашивать, например, школьников, какие бы профессии они могли назвать. Понятно, что все называют учитель, врач, сотрудник полиции, но профессию ученый практически никто не называет. Хотя это один из самых, наверное, сейчас перспективных карьерных путей, который может выбрать молодой человек. И, конечно, НОЦ в эту повестку включается, например, в части создания научно-популярных маршрутов. Ну, во-первых, в самом кампусе ежедневно иногда бывает 300-400 школьников в день. То есть, действительно, школьники, которые приходят, они смотрят ведь лаборатории, они общаются с учеными, они обходят технологические лаборатории кампуса. Научно-популярные маршруты, их всего 9 создано, это тоже один из флагманских проектов НОЦ, который сейчас активно, так скажем, тиражируется и на федеральном уровне. Например, вот в рамках предстоящего форума НОЦ к нам приедет из Крыма целая делегация стажироваться у нас, как мы в республике организовали процесс научно-популярных экскурсий. То есть все экскурсии, они тематические, медико-биологические, химические, IT-маршруты, они все начинаются с кампуса, дальше продолжаются через несколько университетов, то есть они смотрят, например, Уфимский университет науки и технологий, нефтяной университет, и завершаются, как правило, экскурсии на предприятии реального сектора экономики, где они видят, как разработки ученых внедряются в реальное производство. Вот этих маршрутов их 9, они все начинаются с кампуса, и в них участвуют, как правило, школьники старших классов, и как раз это одна из возможностей показать, что есть еще один путь, еще одна профессия, это профессия ученый. Как будете отмечать, как подводить итоги 5-летней работы? Но у нас есть планы по организации крупного форума. Он будет проходить 24 и 25 октября на базе нашего межвузовского кампуса и на базе нашего дома НОЦ Кирова 15. У нас очень большая деловая программа, и мы постарались ее сделать, не только деловой, но и вот такой научно-популярной. Например, у нас на базе дома НОЦ 24 числа в 6 часов вечера пройдет Science Slam, научный слэм, где ученые наши Евразийского НОЦ расскажут в таком научно-популярном, где-то с юмором, формате про свои научные достижения. Это все будет вестись в прямой трансляции. Тоже очень классное мероприятие будет проходить на базе самого кампуса и для школьников, например. Киберфизическая платформа Берлога уже все, наверное, знают, тоже будет устраивать мастер-классы для школьников. Будут проходить экскурсии по кампусу. На первом этаже будет организована в течение всех этих 2 дней выставка Art Science. То есть мы посмотрим, как студенты, молодые ученые видят науку будущего, как видят образ молодого ученого в таком творческом формате. Картин, скульптур. И также выставка основных достижений НОЦ. То есть все, кто захотят прикоснуться к науке, посмотреть, какие достижения в химии, в медицине, в авиадвигателестроении сейчас есть, они смогут ознакомиться с экспонатами, разработанными нашими учеными, посмотреть, пообщаться с самими учеными. И также программа включает также много
пунктов деловой части. Это и круглые столы по машиностроению, нефтегазохимии, пленарное заседание, которое пройдет также 25 числа в 10 утра. Много будет мероприятий, направленных на предприятия и предпринимателей с торгово-промышленной палатой, с Опорой России. То есть мы хотим, помимо того, что приблизить к науке наших студентов, школьников, но еще и предприятия, которым покажем кампус, поделимся опытом успешного взаимодействия с предприятиями. И на самом деле мы всех призываем на нашем сайте посмотреть программу. Она обязательно отклик найдет абсолютно у всех, потому что она вот рассчитана на совершенно разные слои населения. И даже для киберспорта у нас будет место. У нас пройдет международный турнир по киберспорту с Казахстаном, с Узбекистаном, прошу прощения. Там будут участвовать наши школьники, студенты университетов Нефтяного и Уфимского университета наук и технологий, команда из Узбекистана, которая тоже очно приедет. Будет организована прямая трансляция в нашем доме НОЦ. Мы сейчас знаем, что киберспорт развивается, и в него не только можно играть, но и очень большое количество зрителей на трансляцию тоже собирается. Вот на базе нашего дома НОЦ можно будет даже школьникам, студентам киберспортивный турнир посмотреть. То есть вот настолько широкая программа, там все не перечислить. Всех призываем посещать наш сайт и посмотреть, где можете принять участие. Мы всех ждем. Какие задачи вот на ближайшее время, очень коротко? Мы планируем открывать несколько индустриальных лабораторий в кампусе, то есть лаборатории, которые созданы совместно с предприятиями, которые направлены на задачу предприятий. И вот здесь действительно будет много интересного. Это и Центр искусственного интеллекта, это и совместно с предприятием «Полигон» лаборатория по производству электроники и так далее. То есть у нас таких лабораторий будет много. Во-вторых, мы, конечно, планируем расширять форматы поддержки молодых ученых, это продолжать летнюю школу аспирантов. В этом году был новый формат, и мы тоже планируем продолжать. Это летняя школа для школьников. И также у нас буквально, наверное, в декабре состоится открытие Дома климата Евразийского НОЦ на базе Таратау. То есть там тоже, помимо города, мы выходим за его территорию, будет открыт такой выставочный музей интерактивный, интересный, где будут как раз разработки наших ученых Евразийского НОЦ представлены в этом формате. Ну, планов много. Самое главное, что мы будем двигать науку Башкортостана, еще больше связывать наши вузы и научные организации с предприятиями. Наталья Сергеевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, чего добились за эти 5 лет и какие планы у вас на будущее. Мы желаем вам успехов и чтобы все действительно получалось. И молодые люди получили поддержку, которая так необходима на первых порах. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.